Заурбек Куразович Мальсагов, выдающийся ингушский ученый и просветитель, основоположник ингушской письменности, литературы, национальной журналистики, национального театра, многих направлений культуры и образования Ингушетии. За свою сравнительно недолгую жизнь этот человек сделал для родной Ингушетии то, что до него, пусть где-то по причине стечения обстоятельств, поворотов судьбы, но все же не удалось сделать никому. Приступая к работе над этим материалом, мы решили обратиться в первую очередь к родным Заурбека Мальсагова. К сожалению, прямых потомков у нашего героя не осталось. Единственный его сын погиб в Великой Отечественной войне. Ближайшие родственники Заурбека Мальсагова, которые хранят память о нем, участвуют в посвященных ему мероприятиях, внуки его родного брата Ибрагима. Нам удалось встретиться с внучатой племянницей Заурбека Яхой Мальсаговой. Заурбек Куразович был родным братом моего деда Ибрагима Куразовича. Их в семье было 3 брата и 2 сестры. Старший брат был Гаирбек, затем Ибрагим и Заурбек. Было 2 сестры – Зинаида Куразовна и Фатима Куразовна. К сожалению, старшее поколение родных Заурбека Мальсагова и его племянники, отец Яхи Рашид, ее тетя Фатима, которые больше знали и могли рассказать, уже ушли из жизни. На прошедшем в 2019 году в Национальной библиотеке Ингушетии памятном мероприятии, посвященном 125-летию со дня рождения Заурбека Мальсагова, нам удалось записать его племянницу Фатиму. Яха тоже помнит что-то из рассказов отца. Заурбек Куразович ушел из этой жизни в 1935 году, а мой отец родился в 1930 году. Он его видел, по-моему, даже 1 раз всего лишь, когда он болел. Его бабушка взяла, чтобы посетить больного, и мой отец рассказывал, что он был очень добрый, ласкал его по голове, погладил. У него остались вот эти лишь малые впечатления о своем дяде. Кто бы нам мог рассказать об этом, их тоже уже нет. К сожалению, мой дед Ибрагим Куразович, он скончался давно, ушел из этой жизни еще, когда мы были в ссылке. Мой отец и его старший брат были тогда подростки, поэтому тоже очень скудные сведения. Если бы дед хотя бы немножко еще пожил бы, наверное, информации было бы больше. Я была студенткой 1-го курса во Фрунзе и жила с тетей Зиной, Зинаида Куразовна. Это моя тетя, Дяиш. Вот, у нее на квартире собирались Мальсагов, Дашлако, вот, Орцхо и Идрис Базоркин. И другие там помоложе были. И много говорили о моем дяде. И все вот говорили, вот я его не знаю, я родилась после него. И все о нем говорили с такой теплотой, вот такой задушевностью. Он не был ни сварливым, вот они говорят, никогда не ругался, всегда доброжелательный. И вот это все отмечали как-то так. И так это было приятно, что вот они вот так вот знают. И я это вот о нем узнала только с их слов. Ну, еще один момент. У меня вот старший брат, ему было 5 лет. Он говорит, мы ездили его навещать в Арамхи, он болел. Вот. И, говорит, он всегда, говорит, так ласково меня гладил по голове. Вот это, вот с его слов это. А так, вот то, что я вот знаю о нем, что вот его все любили, и его соратники, и его младшие, и просто люди. Вот он ко всем относился вот так вот, чисто по-человечески. Фотоматериалы, различные документы о семье Заурбека Мальсагова, его деятельности в основном хранились у его супруги Тамары и сестры Зинаиды. Эти материалы по большей части утеряны. Много материалов пропало в Грозном, где жили в последнее время его сестра и его супруга. Как нам всем известно, там проходили военные действия, и квартиры, где они жили, были разграблены и уничтожены, сведений почти не осталось. Вот все, что осталось, это то самое малое, то, что мы бережно храним. Вот фотографии, какие-то сборники, награды, которые посмертно вручались Заурбеку
получал их в основном мой отец. Ну, теперь уже в последнее время уже получает мой брат. Несмотря на все эти обстоятельства, семья располагает пусть и немногочисленными, но редкими фотоматериалами. Что касается биографии Заурбека Мальсагова и его деятельности, здесь родные могут лишь дополнить общеизвестные факты. Поэтому нам придется отойти от привычной формы подачи информации. Заурбек Мальсагов родился в 1894 году 3 июня по старому стилю исчисления времени юлианскому календарю и 15 июня по новому стилю григорианскому календарю, введенному в России с 1918 года. Родным селом его семьи является Барсуки. Заурбек – прямой потомок основателя этого села, офицера царской армии Бурсука Мальсагова. Родился же наш герой в городе Темирхан-Шура, ныне город Буйнакск, Республики Дагестан, где проходил в это время службу его отец, полковник царской армии Кураз Мальсагов. Учился Заурбек на Дальнем Востоке в городе Благовещенск Амурской области. В этот период служба отца проходила там. В 1918 году Заурбек Мальсагов участвовал в августовских боях с белогвардейцами, наступавшими на Владикавказ. Был дважды ранен. В 1920 году, когда советская власть окончательно установилась на Северном Кавказе, наш герой начал работать в системе народного просвещения. Здесь он познакомился с дочерью генерала царской армии Тонта Укурова Тамарой, с которой они впоследствии поженились. Его супруга была Тамара Тонтовна Укурова. Она кандидат наук, известная личность. Наверное, многие студенты, которые учились в Грозненском университете, знают ее. Она, говорят, очень помогала нашим студентам. Это говорят очень многие. Меня Зинаида Куразовна, она жила на соседней улице, как-то повела к ней в гости. Она сказала: сейчас пойдем в гости к Тамаре Тонтовне, и повела меня. Я ее помню мутно, она была такая взрослая женщина, но ни черты лица, ничего я не запомнила с тех пор. Я ее видела только один раз. У них был один сын. Он окончил на золотую медаль школу во Владикавказе. Он даже не должен был по праву того, что он был единственным ребенком, идти на фронт, но он добровольцем ушел и погиб, помогая кому-то выбраться из танка на Курской дуге. Адельгерей. Это был единственный их ребенок. Одной из учениц Тамары была заместитель директора Ингушского государственного музея краеведения Заритхан Плиева. Заритхан поддерживала связь с любимым преподавателем до конца ее жизни. Тамара Тонтовна Мальсагова – одна из тех людей, которые составили плеяду высочайшей интеллигенции Ингушетии в 20-е годы прошлого столетия. Но она не остановилась в том времени. Начав работать педагогом еще в училище педагогическом, Ингушском педагогическом училище, затем преобразованном в педагогический техникум, она всю жизнь практически была связана с образованием, с культурой. Была одним из лидеров культурного строительства в Чечено-Ингушетии. Я с нею была плотно знакома именно в годы моей учебы в университете. Она преподавала историю средних веков и была одной из любимейших преподавателей и предыдущих курсов, и нашего курса, и последующих, пока она работала. У нее были большие проблемы со зрением. И она до последнего все равно старалась именно преподать урок, преподать науку таким образом, чтобы заинтересовать нас этой наукой, разбудить в нас интерес к дальнейшему глубокому изучению преподаваемых тем. Она многое рассказывала не только по теме истории средних веков, которую она преподавала непосредственно нам, но и о том времени, в котором она жила, в котором она, как говорится, купалась, в которой она знала лучше других. А для нас вот именно эти знания, эта информация, для нас, студентов, она была более интересной даже и более ценной,
И мы всегда старались ее вывести на этот разговор. Тамара умерла 18 мая 1986 года. От Заритхан мы узнали, как прошли последние годы ее жизни, кто из родных был с ней рядом. Жила она с семьей своего племянника. И вот сноха Рукет Мальсагова, она за нею ухаживала, но так же, как за своей матерью родной ухаживали бы, она за ней ухаживала. Всегда у нее было все чистенькое, все в порядке, все подготовлено. Принимала многих гостей, потому что Тамару Тонтовну многие хотели посетить. Тем более она жила, просто, можно сказать, на площади Ленина в городе Грозном. И вот, кстати говоря, возле памятника Ленина были такие две скамеечки. И вот на одной из этих скамеечек она всегда выходила, когда была в силах еще ходить, она выходила на эту скамеечку, и там вокруг нее собиралась вот эта и прежняя интеллигенция, и сотрудники даже тогдашнего обкома партии, культурные сотрудники, заместитель министра культуры Куркиева. Там бывало часто, я ее там видела с ней. Эсэмбаев Махмуд, когда бывал в Грозном, тоже часто встречался с ней, вот несколько раз я его видела тоже. Там как бы собирался вот этот вот круг такой нашей элиты, интеллигенции вокруг нее. Подолгу разговаривали, сидели там. До последнего дня, можно сказать, она обязательно одевалась изысканно. Несмотря на то, что у нее была потеря практически зрения, дважды она лежала в больнице с операциями на глаза. И даже второй раз, когда она второй раз лежала после операции, и я к ней пришла, я еще шла только по коридору, подходила к их палате, она уже оттуда сказала: это моя Зарета идет. Вот такой уже она научилась на слух определять даже по шагам, кто идет из людей. Такая красивая, интеллигентная женщина. Она даже восхищалась своей походкой вот этой. До самой старости у нее была очень красивая походка, пока она могла ходить. Вот то, что выработалось у нее еще будучи гимназисткой, это она пронесла вот эту вот красоту, отношение к всему, как говорил Чехов, что в человеке должно быть все прекрасно. Вот так же и она, на нее глядячи, можно было просто демонстрировать эти слова Чехова. В ней действительно было все прекрасно. С помощью Заритхан Плиевой нам удалось связаться с семьей племянника Тамары Бориса Березикова. К сожалению, Бориса уже нет в живых. Встретились мы с его супругой Рукет, Раей, как ее называют родные, и называла Тамара. От интервью Рая отказалась. Ей очень тяжело обо всем этом говорить. Но она предоставила нам все имеющиеся материалы. Как уже отмечалось, их осталось очень мало. Несколько фотографий, но они бесценны. На этих уникальных, не встречавшихся нам ранее снимках Заурбек Мальсагов в кругу родных, его супруга Тамара в детстве и юности. На общей фотографии Заурбек, его мама Лули Ужахова, брат Гаирбек, сестра Фатима, супруга Тамара с сыном Адильгиреем и другие родные. Уже потемневший от времени снимок, где Заурбек с Тамарой и сыном. Некоторые материалы Рая передала и в Ингушский музей краеведения. Они существенно дополнили имеющуюся коллекцию. Нужно сказать, что музей продолжает активные поиски информации по личности Заурбека Мальсагова. К сожалению, не очень много для такой яркой личности, потому что, как я сказала, в период ссылки, высылки очень многое терялось. И еще когда были живы те, кто с ним как-то соприкасался, Тамара Тонтовна, к сожалению, в 1986 году ушла из жизни. И вот на тот момент Туган Мальсагов уже начал собирать вот эти вещи, и какие-то вещи были собраны при Тугане Мальсагове. Несколько фотографий, все газеты, которые рассказывали о нем или о его сыне, Статьи, да? Статьи, да. Все это скрупулезно собирается каждому отдельно в папку. У Адальгирея отдельно своя папка, у Тамары Тонтовны своя папка, и у
Заурбека Куразовича тоже вот своя папка отдельная, куда собирается все то, что мы находим, то, что нам приносят, все собирается и подшивается в личное дело каждого из них. Сама семья Заурбека Мальсагова – это тоже отдельная история, которая имеет свои очень глубокие корни. Он рос в семье военного. Это уже изначально идет дисциплина, какие-то образовательные моменты. Семья его супруги Тамара Тонтонова-Курова тоже родилась в семье военного, тоже имеет какую-то свою историю такого благородного происхождения. Несмотря на ранний уход из жизни, оставил яркий след в истории и сын Заурбека Мальсагова Адильгерей. Некоторые материалы о нем есть в Государственном архиве Ингушетии. Адильгерей Мальсагов, он родился в интеллигентной семье, и судя по тому, что рассказывали о нем его одноклассники, его учителя, он в значительной степени унаследовал черты своих родителей. Люди отмечали, что он тянется к таким вещам, как литература. Он был активистом в школе, то есть он вел стенгазету, и ему прочили такое хорошее будущее. Он был круглым отличником, и сам он тяготел к тому, чтобы быть дипломатом, и он уже готовился подать документы после школы. Но вот как только он закончил школу, буквально, ему было, получается, 18 лет, началась война, и он вместе со своими друзьями и знакомыми добровольцем пошел на фронт, при том, что он мог туда и не идти, потому что призывалась немного другая категория возрастная, но он настоял и пошел добровольцем. На фронте он показал себя с лучшей стороны. Он, так как он всегда был энергичным, таким позитивным человеком, то даже по его письмам с фронта видно, что он даже в тяжелые первые месяцы войны не терял оптимизма. Он писал матери, что вот, не беспокойся, скоро мы их прогоним. То есть вот такие были письма. Да, было тяжело, то есть он практически всегда они в первое время отступали, и вот они дошли до Сталинграда, а это одна из величайших битв, одна из самых тяжелых битв. Там он получил ранение, а после Сталинградской битвы он уже окончил курсы на танкиста и дальше уже участвовал в другой, тоже большой, великой битве этой войны на Курско-Орловской дуге. И там, в этой битве, возле города Севска, к сожалению, в его танк попал снаряд, и он погиб. В возрасте ему было 20 лет только. Погиб он 27 августа 1943 года. У нас в архиве есть газетная статья о нем, написанная Шукри Дахлилевым в газете «Грозненский рабочий» за 1984 год. Есть данные о потере, где прописано, что Мальсагов Адильгерей погиб 27 августа возле города Севск. И есть извещение о его смерти, где сказано, что он погиб на безымянной высоте, и они выражают соболезнования и так далее. Также он представлен у нас на стенде участников Великой Отечественной войны, уроженцев Ингушетии. Похоронен Адильгерей близ города Севск. Тамара неоднократно посещала его могилу, сохранились фотографии. Отдельного внимания заслуживают сестры Заурбека Мальсагова Зинаида и Фатима. Они внесли свой значимый вклад в развитие культуры и образования Ингушетии. Фатима Куразовна – это младшая сестра Заурбека. Она прожила очень короткую жизнь, она всего лишь прожила 30 лет. Наверное, мы все знаем ее, поэтесса. Она исполняла и песни, и играла на сцене. В то время это, наверное, была большая редкость, но она была почти первая актриса, наверное, ингушская. Играла в спектакле, они выезжали в Ростов с показами, даже где заняли, по-моему, первое место. А Зинаида Куразовна, она была кандидат исторических наук, тоже работала в университете. Была очень обаятельная, красивая женщина, я ее очень хорошо помню. Я даже с тех пор, по-моему, такую женщину не видела. У нас принято все смешивать, ингушский язык, русский язык. Но она при своей всей грамотности ни одно слово не говорила на русском языке. Говорила, если говорит по-ингушски, говорила чисто на ингушском языке. Это
как у нас сейчас говорят, поехали на море, она никогда не говорила слово «море». Я это почему-то запомнила. Фордат Бахапыш Оларцу. Вот у меня это засело в памяти, она была такая красивая. Тут на фотографии она у меня тоже есть. Ее я помню очень хорошо. Она часто приезжала к нам в гости. Зинаида была замужем, у нее было 2 сына и дочка. Один сын молодости погиб, второй сын погиб во время наших событий, скончался в пригородном районе. А дочка умерла в Москве, она жила, была замужем. Вот дочка умерла недавно, я ее тоже очень хорошо помню. Она была кандидатом сельскохозяйственных наук. Они все были очень образованные, грамотные люди. Они Жамбулатовы были по отцу, они жили в Грозном. Вот как раз-таки на их квартире все это и во время событий в Чечне все это, все сведения потерялись и материалы. Рассказать подробно обо всем, что было сделано Заурбеком Мальсаговым в деле просвещения и развития культуры Ингушетии в рамках одной программы невозможно. Поэтому мы перечислим лишь основные направления его деятельности. В 1920 году Заурбек Мальсагов разработал ингушский алфавит на латинской основе, который был принят в 1922 году. Проект алфавита послужил основой для создания чеченской письменности. Также по этому проекту были разработаны алфавиты для других северокавказских народов. В 1923 году Заурбек Мальсагов был избран Народным комиссаром просвещения Горской республики. После окончательной ликвидации Горской республики в 1924 году он стал заведующим отделом народного образования Ингушской области. В мае 1923 года начался выпуск первой национальной газеты Ингушетии «Сердало». Главным редактором был назначен Заурбек Мальсагов. Ему принадлежит идея создания газеты, также он является автором названия. Вся организационная работа, включавшая подбор и подготовку профессиональных кадров, была проведена Заурбеком Мальсаговым. Таким образом, Заурбек Мальсагов стал, как мы уже отмечали, и основоположником национальной журналистики. Сегодня газета успешно продолжает работать, оставаясь одним из главных средств массовой информации Ингушетии. Издание выходит на 2 языках – русском и ингушском. Меня очень сильно радует один момент во всем этом, что начиная с 23 года, да, назвали газету «Сердало». И по сей день по нашей газеты не меняла название. Но наше «Сердало» – это наш свет, наш лучик, да. И по сей день он является таким не просто лучиком, да, сказать, а действительно большим светом для нас. Сама газета стала побольше, имеется в виду 16-полосная. У нас есть свой сайт. Сайт непростой, он на 2 языках. Когда мы начинали, вот, сделать его на 2 языках, он так большим вопросительным знаком для нас был. Вот, можно ли, как это получится, или что из этого выйдет. Рискнули. Сказать, если так сказать, мы рискнули. Мы рискнули, и вы знаете, сейчас, на данный момент, очень много же программ. Есть программа «Метрика» называется, где мы видим, что вот именно на ингушском языке у нас больше посетителей. Для меня очень важный момент, что газета, она ногу со временем, да, действительно, она соответствует 21 веку, да, даже так можно сказать, потому что у нас был момент, мы выезжали на форум, и там газеты выставлялись на общее обозрение, как бы специалист оценивал. Если мы ставим его на общее, специалист при всех говорил, как имеется в виду верстка, как ставятся материалы, как они подаются, да, все это. И мы решили его поставить на общее. Если посмотреть, что наши соседи поставили его на индивидуально, чисто чтобы им просто на месте объяснили, что такое, то газета «Сердало» на общее. И вы знаете, этот человек, он был специалист с Москвы,
Он, вот если дословно сказать, мне это очень, меня очень почва врезала, если дословно сказать, он сказал, что он сам не владеет ингушским языком, он просто видит верстку этой газеты, и все это настолько правильно, что да, что не прибавить и также и не убавить. Первым делом это, чтобы газета была на ингушском языке. Для этого нужен коллектив, это не я одна делаю. Для этого коллектив должен услышать. Это второй момент. Если узнать коллектив, да, люди разные же, потом уже услышат ли они, будут ли они работать. А вот когда мы уже совещания у нас были, начали говорить, и люди когда начали понимать, какой расклад, как это можно сделать, получилось. Надо было столько сделать, оказывается, надо было только его сделать. Получилось. Не может не радовать тот факт, что некогда организованное таким человеком дело сейчас находится в руках неравнодушных людей. Сегодняшнее руководство Сердало продолжает заложенные Заурбеком Мальсаговым традиции: просвещение народа, развитие языка, подготовка национальных кадров журналистики. Это чувствуется в буквальном смысле с порога. То есть не просто редакторат у нас получился, что меня больше всего радует, это у нас получился такой маленький музейчик. Потому что галерея. Как галерея, да. То есть вся история встречает посетителей. Уже, да. Вот у нас бывают моменты, когда приходит человек, да, долгое время он не доходит до того человека, к кому он пришел. Естественно, он заходит, он начинает смотреть газеты, он начинает его читать. Ожидание с пользой. Любовь. Да. Особое внимание в редакции, теперь ставшей издательским домом Сердало, уделяется сохранению и развитию родного языка. Мы 7 февраля стали издательским домом, уже не одна газета, а у нас 3 журнала и 1 газета. Вот эти журналы «Наши лица», он тоже будет скоро издаваться. В плане цифровизации, то есть у нас есть несколько проектов при издательском доме. Это и орфографический словарь ингушского языка, который мы расширяем, поддерживаем. Он у нас размещен на сайте, и уже у нас около 4000 скачиваний этого словаря. И этим словарем пользуются очень многие. Он сделан именно для текстовых редакторов. Вот, есть еще задумка у нас. Недавно мы открыли на сайте, запустили игру. Правда, базу еще не подкрепили, но сделали такой как бы начальный тренажер на ингушский язык. То есть слова и слова. Это общеизвестная игра на самом деле. Есть на русском языке их очень много таких игр. Но мы сделали ее на ингушском языке. Из ингушского какого-то длинного слова составляется определенное количество слов. Шаг цифровизации языка, это тоже имеет большое значение, потому что язык сможет появиться в разных направлениях, в программах, в гаджетах. Сегодня в тех же самых, если, допустим, телефонах сегодня можно будет любой видеоконтент за минуту перевести на ингушский язык, будь то на английском, будь то на русском языке. В ближайшее время хотим сделать школу журналистики здесь, курсы откроем, получим лицензию у нашего Минобра. И мы хотим таким образом привлечь молодежь, чтобы они пришли и воочию увидели, что здесь происходит. И как бы есть некоторые из них, может, и останутся здесь работать. Кому-то это понравится. Заурбек Мальсагов – автор первой ингушской грамматики, вышедшей в 1925 году. В 1926 году это издание было дополнено и выпущено на ингушском языке с приложением ингушско-русского словаря. Он является автором уникального арифметического задачника на родном языке. Кроме того, Заурбек Мальсагов – автор первых произведений в ингушской литературе. В 1924 году по его инициативе было создано Ингушское литературное общество, председателем которого также был назначен он. Заурбеком Мальсаговым были сделаны переводы произведений русских классиков на ингушский язык. Отдать должное своему литературному таланту наш герой не смог по причине того, что слишком много времени занимала у него научная и просветительская деятельность. В 1926 году Заурбек Мальсагов поступил в Ленинградский университет на факультет языкознания и материальной культуры. После успешного окончания университета с 1930 по 1935 годы
До самой смерти был директором Ингушского, а затем Чечено-Ингушского института истории, языка и литературы. Одновременно являлся членом комиссии Академии наук СССР по изучению народностей РСФСР, сотрудником филиала Закавказской академии наук СССР, доцентом Северокавказского педагогического института, членом-корреспондентом Центрального бюро краеведения. Огромная работа по выявлению и сбору трудов Заурбека Мальсагова, а также различных материалов о нем, проведена Национальной библиотекой нашей республики. Заурбек Мальсагов для нашей культуры то же самое, что Михаил Ломоносов для русской культуры. Может быть, даже больше. В июне этого года у нас здесь прошла научная конференция, посвященная 130-летию Заурбека Мальсагова. И тогда мы провели большое исследование, нашли все эти материалы и представили нашим читателям. И все они у нас в Национально-краеведческом фонде, и мы будем рады предоставить их ученым, преподавателям, студентам, учащимся, всем, кто интересуется нашей письменностью, нашей литературой, и самим Заурбеком Мальсаговым. Конечно, о нем написали очень много ученых, очень много публицистов. Хочу обратить внимание вот на такую книгу, это Дашлако Мальсагов, чечено-ингушская диалектология. И сюда вошла большая статья о Заурбеке Мальсагове. Много о нем писал и Абу Мальсагов, но это больше такие справочные материалы, критика. А еще он именно, Абу Мальсагов, составил эту книгу и в 1991 году издал в Грозном, издал вот эту книгу. Это полное собрание его произведений, публицистики, ну, всяких работ. Очень много о нем писал и Дахкильгов Ибрагим. В книге «Галгай Гоузами» литература, ингушская литература, на 2 языках он о нем писал, и исследовал его, и творчество, и жизненный путь, и исследовательскую деятельность. В общем, Ибрагим Дахкильгов, можно сказать, отдал ему дань уважения и представил его в своих книгах очень хорошо. Хочу обратить внимание вот на эту статью. Статья эта опубликована на сайте «Кавказ сегодня». Ученый и писатель Заурбек Мальсагов. Автор Сергей Литовченко. Опубликована она в 2021 году. И вот в этой статье автор утверждает и даже доказывает, что Заурбек Мальсагов основал не только наш алфавит, создал, но также на основе нашего алфавита, созданного им, создали свой алфавит и чеченцы тоже. И, между прочим, ряд других народностей. Значительную работу по поиску материалов, касающихся истории Ингушской автономной области в целом и личности Заурбека Мальсагова в отдельности, провел известный ингушский архивист-исследователь Берснаков Газиков. Что касается исследования нашей истории, ингушской истории, то мы ей занимаемся много лет. И, конечно, мы обращали внимание на те издания, которые относятся к началу, к возникновению Ингушской автономной области. Вот. И в это время у нас, когда образовалась Ингушская автономная область, это 7 июля 1924 года, получила бурное развитие наша культура, письменность, издания, очень много было изданий. Поэтому мы приняли решение поискать материалы. И эта работа, она была начата давно. Вот. И мы в связи с этим обращались в Петербурге, в библиотеку, сейчас она называется Российская национальная библиотека, и в Ленинку, в Москве. И в обоих библиотеках очень много материалов по истории ингушского народа, в том числе также там хранятся большие фонды по, значит, с ингушской литературой. Вот. И вот среди всей этой литературы мы находили
публикации различные, книги, буквари. Вот. И в том числе мы там находили работы Заурбека Куразовича Мальсагова. К сожалению, мы не знаем, как шел процесс возникновения письменности, потому что у нас нет архивных документов, они не сохранились, потому что частично наш архив располагался в Владикавказе в первое время, затем он приезжал в Грозный. В конечном счете мы сегодня не имеем архивных документов, но, к счастью, сохранились книги, издания сохранились, и мы их отксерокопировали, привезли, и сейчас мы имеем возможность их посмотреть. Надо сказать, что Заурбеком Мальсаговым была проделана большая работа. Почему? Потому что, вот, смотрите, в 24 году у него вышла Алгай-Абад, потом в 25 году у него выходит ингушская грамматика, в 26 году выходит Алгай-грамматик, затем выходит редкая вещь, это, значит, как бы сказать, учебник по математике, Хесаби Масалыш называется, 1926 год. Но я думаю, что мы должны продолжать работу по изучению вот этого части нашей истории. Вот, и поэтому надеемся, что в перспективе у нас будет много других новых вещей, и мы больше узнаем о становлении ингушской письменности и об участии в этом процессе Заурбека Куразовича Мальсагова. Человек, действительно посвятивший всю жизнь просвещению Ингушетии, развитию национальной культуры, ушедший в самом расцвете лет 14 мая 1935 года, Заурбек Мальсагов продолжает жить в памяти своего народа. Продолжают развиваться заложенные им важнейшие направления образования и культуры Ингушетии. Личность этого человека, его деятельность требуют дальнейшего изучения и исследования. Заурбеком Мальсаговым сделано очень много. В свое время он обладал исключительным авторитетом в ученых кругах страны, и сведения об этом продолжают выявляться. Нужно сказать, что несмотря на огромные заслуги нашего героя, всенародную любовь и память, в республике, насколько известно, нет ни одного учебного, научного, культурного учреждения его имени. Всегда, сколько будет ингушский народ, наш народ должен быть ему благодарен, должен понимать, что этот человек совершил подвиг во имя просвещения нашего народа, поднял нашу культуру на очень высокий уровень. Его имя должно быть увековечено не просто вот мы тут говорим, да, все в школах, да, изучается Заурбек Мальсагов, в вузах изучается. Это и не может быть по-другому. Но его имя мы просто обязаны увековечить. Может быть, назвать ряд учебных или научных учреждений его именем. Это не просто частное мнение, это мнение всех людей, с кем мы работаем. Он был очень образованный, он знал свою деятельность, он работал и большой вклад внес в развитие ингушской истории, письменности ингушской. Часто проходили различные конференции в то время, всякие собрания, в которых он принимал участие. Он был известен среди специалистов, его часто приводили, часто ссылались на него, поэтому он оставил яркий след. Вот, яркий след в российской истории, потому что многие видные деятели, они также имели связь, вот были переписки, его упоминают в различных трудах. Поэтому он оставил добрую память, заметный след нашей истории. В такой небольшой промежуток времени он успел сделать так много, что действительно он себе... Это памятник. Газета «Сердало» по сей день существует. И в умах поколений он остался такой вот человек, который отдал все, что мог для своего народа. Как личность, если взять этого человека, да, для меня это что-то такое светлое, да, это человек, который вообще не щадил себя. Если посмотреть на его работы, да, если взять его работу, да, ту, которую делал он там когда-то,
и взять нынешнюю работу, это у нас бывает целое НИИ. Этот один человек имел это все при себе. Заурбек Мальсагов действительно это достойный сын своего народа.